Я прав, что Лига ИГЛФС заинтересована в Фаридуне Адилове и хочет сделать все возможное, чтобы он оказался за океаном. 100% вы правы. Даже секунду. Смотрите, помните, когда я выкупил GFC и мы сделали ее Eagle FC? Да, Это было король, полтора года назад. да. Когда я вам говорю, что мы будем выращивать своих чемпионов, своих звезд. Вот это наглядный пример того, что мы делаем сейчас. Вот Фаридун Адилов. Давайте на минутку представим, если он проходит Шлеменко. Он становится очень весомой фигурой в российском ММА. И если он пройдет, не то чтобы я там хочу, там, если там Шлеменко пройдет, там, мы хотели бы Шлеменко тоже подписать. Но мы это будем уже после боя обговаривать. Потому что, как говорится, все дело в цене. Все дело в цене. Не будем скрывать, что если ты хочешь подписать хорошего бойца с именем, тебе нужно его удивить контрактом, так скажем, да? Что мы собираемся сделать после боя с Шлеменко Адилов? Мы хотели бы предложить новый контракт Шлеменко. А насчет Адилова, если он пройдет Шлеменко, то мы сразу будем работать над тем, чтобы сделать Адилов Минеев в сентябре на совместном турнире с Fight Nights. Так что у нас, любой из них выиграет, лига выигрышной позиции, и мы будем дальше двигаться с этим бойцом. Так что это правило игры. Ты выигрываешь, ты забираешь все. Если ты проигрываешь, что делать? Этот вид спорта такой. Это вид спорта такой очень жесткий. Это не то, чтобы там футбол, вы там сегодня проиграли, на следующий день вы выкладываете селфи, и вы очень счастливы. Так скажем, в ММА, когда ты проигрываешь, тебе приходится за это очень тяжело платить. Но что делать? Это вид спорта такой. Так что после 1 апреля мы уже будем дальше строить планы с победителем этой пары.